Расшифровать ДНК материала, понять, чем питались ингуши в период от 1 до 10 века нашей эры. Этому учащихся первой гимназии Назрани учит гость из Новосибирска Анна Бондарь. На прошлых занятиях школьники и их наставник Зухра Парагульгова уже собрали биоматериал с найденных в горной части Ингушетии кувшинов, которые использовали наши предки. На этом уроке спикер объясняет слушателям, как прочитать полученный результат. Это можно сделать по итогам ПЦР-исследования. Непонятные полоски разных размеров для нас – промежуточный результат теста для ученых. Для того, чтобы мы понимали, какой примерно это размер, примерно, да, то есть мы не до точности до нуклеотида будем мерить, наносится вот такой ДНК-маркер. Здесь у вас на 18-й страничке тоже вот он нарисован. Это конкретно тот, который мы с вами будем наносить. И он у нас, и вот здесь, видите, подписано, какого размера эти фрагменты, да. Маркер специально, это, значит, взяли специальным образом, подготовили такую ДНК, чтобы четко определенной длины были в ней фрагменты. Анна Бондарь является руководителем проектов по подготовке наставников научно-исследовательских проектов Фонда поддержки проектов в области образования. Ранее она проводила занятия с учащимися гимназии и их наставникам в заочной форме, сейчас лично. Так детям и их учителю легче понять материал, а главное – пройти практику. Мы их учили, дальше ребята вместе с наставником под их руководством делали свои проекты. Почти во всех направлениях, у нас там 8 направлений в программе, уже проведены итоговые конференции. А сейчас заключительно завершается этап в направлении археология. Как раз здесь мы мастер-классы вот в рамках этой программы реализуем. И финально в декабре, все закончится в декабре, у нас будет большой форум в Новосибирске, где мы объединим на одной площадке уже ребят, которые во всех этих направлениях работали. Работали мы в течение 3 месяцев летом, без отпуска, без каникул почти можно считать, потому что у нас был сбор растений, сушка растений. Затем мы уже проводили определенные химические опыты, качественные, количественные реакции. Было очень интересно, потому что мы изучали наши растения, именно эндемики нашего края. Естественно, и для ребят, и для меня самой было узнано очень много новой информации. Очень было интересно. Ребята не пропускали ни одно занятие. Учрежденный 10 лет назад Фонд поддержки проектов в области образования помогает школьникам проходить углубленное обучение по 8 направлениям и тем самым дает шанс одаренным детям проявить себя. Я с детства была заинтересована в этом всем, потому что у меня мама врач, и я смотрела на нее, вдохновлялась этим всем. Мне очень нравится смотреть на все эти ампулы, все это переливать, эти реактивы, смотреть, что в итоге получится. Мне всегда было это интересно. Для Ингушетии сотрудничество с фондом началось именно с биологии. Рафида Парагульгова – первопроходец в этом деле. Она была первой, кто начал работать с новосибирскими коллегами не только из гимназии, но и республики. Вместе с детьми она участвовала в проекте «Археология», исследовала почву региона и ее микроорганизмы. Вот когда детям ты даешь этот урок, он идет сухо, как бы ты ни старался вот им это все рассказать, но все равно это сухо. А тут, когда ребенок непосредственно работает с педагогом, это общение происходит очень тесно, то вот они полны энтузиазма. Их глазки горят. Вот они, вот, смотрите, Рафид Беслан, здесь вырос этот микроб. Смотрите, он почему-то белого цвета, этот желтого цвета. В общем, это была вот такая вот мотивационная часть нашего проекта. И дальше мы продолжаем это исследование. Гимназия пока первое и единственное образовательное учреждение республики, которое работает с фондом и участвует в проекте подготовки наставников научно-исследовательских проектов. У нас направление есть химия, было направление биоинженерной технологии, направление археология, которое у нас строится на стыке наук, история и при этом использование молекулярно-биологических методов. И помимо этого у нас есть направление астрономия, новые материалы, квантовая физика, нейрокогнитивные технологии, цифровая волонтаристика. За годы работы в данном направлении благодаря проекту подготовлено около 400 наставников из 49 регионов России. Вовлечено в научно-исследовательскую деятельность 733 ученика. С этого года этот список пополнил и учащиеся гимназии Назрани. Муслим Ганиев, Мухаммед Дарсигов, Новости 24.